Спасибо, Сима, за вопрос. Я попытаюсь вкратце проинформировать наших телезрителей об вопросе, который мы сегодня будем обсуждать. Ну, прежде всего, абсолютно верно хотел бы отметить, данный вопрос вызвал интерес в нашем обществе, и нас, как людей, которые имеют отношение и к разработке, и вообще к работе над этим проектом, это радует. Это говорит о том, что данный вопрос интересен нашим гражданам, и они с достаточно высокой степенью активности обсуждают этот вопрос. Теперь, далее хотел бы сказать, что принятие данного законопроекта обусловлено следующими факторами. В первую очередь, это действительность, которую мы видим с вами сегодня. Действующее законодательство Республики Абхазия не запрещает и сегодня строительство коммерческой недвижимости, к коей и относится апартамент и апарт-отель. Мы с вами, более того, наблюдаем, что фактически строятся объекты, и достаточно крупные объекты, и реализовываются по так называемым серым схемам гражданам не только Республики Абхазия, но и иностранного государства. В данном случае нам пока известны факты только продажи гражданам Российской Федерации. Какой ущерб в данном случае это несет государство? Во-первых, государство не получает соответствующих поступлений в бюджет, которые должны были бы поступать. Во-вторых, не совсем понятны взаимоотношения между продавцом, так скажем, продавцом и покупателем. Абсолютно непонятным становится и очень сложно прогнозируемым, к чему это все может привести в будущем. Именно и вот этими факторами обуславливается в первую очередь принятие закона. Закон позволит нам регулировать те правоотношения, которые в нашей стране имеются уже сегодня. Как я уже сказал, действующее законодательство не запрещает строительство коммерческой недвижимости, да, под статусом которой и строятся и реализуются сегодня все эти объекты. Далее, предлагаемый законопроект включает, помимо норм, порядков и условий реализации строительства апартаментов и апарт-отелей, также ряд нововведений. Одним из самых главных нововведений, о котором я хотел бы сказать, это дополнительный вид сбора с владельцев апартаментов, который мы предусмотрели в этом законе. Речь идет о сборе, доходы от которого будут направлены, то есть это будут целевые средства, которые будут направляться целенаправленно на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан Республики Абхазия, особо нуждающихся в жилье. То есть в первую очередь, понимая объем данного вопроса, проблемы, мы думаем о том, как эту проблему решать. И далее, что бы хотелось сказать. Существующая правовая система содержит в себе, точнее не содержит практически никаких ни фильтров, ни ограничений. В данном законопроекте предусматриваются ряд ограничений. Я просто не хотел бы сейчас уходить в детали. Если возникнет такая необходимость, мы коснемся каждой нормы более отдельно. Но самое главное, реализация и принятие данного проекта позволит существенно защитить интересы государства. Это что касается самого законопроекта. Теперь я хотел бы сказать непосредственно о самой теме строительства апарт-отелей и апартаментов. Как известно, это достаточно бурно развивающийся вид строительства в сфере туризма. Мировой опыт говорит о том, что многие страны прибегли к такому опыту и достаточно эффективно его используют для развития, в первую очередь, туристической сферы.
Предлагаемая концепция, предлагаемая президентом Республики Абхазия концепция заключается в следующем. Опять же, данная концепция является предложением для обсуждения, понимая, что финальную редакцию закона будет принимать парламент Республики Абхазия. На данном этапе концепция предлагает для рассмотрения следующие основные критерии. Предлагается в течение 10-12 лет построить 30 тысяч апартаментов. 30 тысяч апартаментов с средней квадратурой в 50 квадратных метров один апартамент предполагает создание дополнительно 60 тысяч койко-мест. К тем 38,5 тысячам, которые у нас сегодня есть, это существенный прирост и дополнительные возможности для развития не только туристической сферы, но и всех смежных, так скажем, отраслей экономики. Если дальше говорить о тех критериях, да, которые озвучиваются, для того, чтобы было более понятно, 30 тысяч апартаментов – это порядка 1,5 миллиона квадратных метров полезной площади в течение 10-12 лет. То есть предлагается определенное квотирование и лимитирование. И все эти 30 тысяч апартаментов предлагается распределить в соответствии, да, с географическими и иными особенностями между нашими районами. Данный проект предполагает объем капиталовложений порядка 160 миллиардов рублей на протяжении всего периода строительства 10-12 лет. Что мы можем уже сейчас с уверенностью говорить, из этих расчетов? В случае привлечения объема капиталовложений порядка 160 миллиардов рублей, мы получим, из мировой практики, из расчетов подобного рода строительства, 20% от этой суммы это всегда фонд оплаты труда, то есть заработная плата, которую будут получать люди, которые занимаются строительством, обслуживанием и так далее. 20% от этой суммы, это порядка 32 миллиардов рублей. Это сумма, которая поступит в бюджетную систему в течение 10-12 лет. Ну и далее, если продолжать, я прошу прощения, 32 миллиарда это фонд оплаты труда и, соответственно, порядка 10 миллиардов рублей это сумма, которая поступит в бюджетную систему в виде прямых поступлений от реализации данного проекта. Далее, по нашим расчетам, в случае принятия такого концепта и утверждения как основной программы развития отрасли туризма, мы получим порядка 13 тысяч рабочих мест. А 13 тысяч рабочих мест для Абхазии сегодня это существенный прирост, скажем так, занятого населения, это существенный прирост доходов граждан непосредственно. Конечно же, могут многие сказать, что ведь не все эти граждане будут, не все эти занятые будут гражданами Республики Абхазия. Безусловно, и такое предусматривается. Но как минимум 75% людей, которые будут задействованы в строительстве этих объектов, это будут граждане Республики Абхазия. Эдуардович, кто будут эти самые девелоперы, да, если правильно говорю, кто будет заниматься данным видом деятельности? Кто будет иметь право? Хотелось бы. Нам видится это следующим образом. Принципиально внедрение, так скажем, нового механизма в части строительства апарт-отелей и апартаментов позволит нам привлечь крупных игроков турбизнеса. Это компании, это люди, которые имеют достаточно большой опыт в строительстве серьезных комплексов. Под серьезными комплексами я понимаю гостинично-апартаментные комплексы с уровнем не менее 4, а то и 5 звезд.
То есть наша идея заключается в мотивации крупных игроков для того, чтобы они реализовывали здесь большие крупные проекты. Именно крупные проекты, якорные проекты, если их можно назвать, дадут наиболее, так скажем, ощутимый эффект для нашей экономики. В этом плане предполагается ряд существенных ограничений в той части, чтобы принятие данного законопроекта не способствовало хаотичному и мелкому строительству так называемых мелких апарт-отелей, которые в последующем могут не представлять такого интереса для нашей туристической отрасли. А могут местные жители стать владельцами вот этих апартаментов? Безусловно. Каких-либо ограничений в части инвесторов нет, за исключением тех, которые указаны в самом законе. В самом законе прописывается категории людей, которым не позволено ни приобретать апартаменты, ни заниматься строительством этих апартаментов. Так скажем, появилось понимание, почему Адгур Амиранович противник данного вопроса. И я вот сейчас коротко по тем заявлениям, которые он озвучил, прокомментирую и надеюсь, что мы придем к общему мнению. Значит, по поводу первого пункта. Строить будут иностранные компании. Я хочу, имеется в виду строительные компании, правильно? Нет, иностранные. Крупные иностранные игроки, мы будем привлекать крупных иностранных которые игроков, будут в установленном порядке, зарегистрированы в Республике Абхазия, будут открывать здесь или абхазскую компанию, или филиал российской компании, что для нас абсолютно не имеет практически никакого значения в части налогообложения. Это первое. Если речь идет о строительных компаниях, да, вы же сказали, что наши строительные компании не совсем на том уровне, согласен, совершенно верно. Но здесь есть один такой момент. В рамках действующего налогового законодательства любые работы, то есть любой доход, извлеченный в Республике Абхазия иностранной компании, которая не имеет ни представительства, ни филиала, облагается повышенными ставками налога. В частности, если мы говорим о налоге на прибыль, то это 20% от стоимости контракта. То есть экономически невыгодно будет российская... Адгур Амирович. Министр по налогам и сборам бывший, вам это мешает. Это не мешает. Я говорю про... то, что про нет такого риска. Про прибыль. Совершенно верно. Про это я говорю. Это будет сколько стимулировать. Джансук Эдуардович, нам рассказывали, когда было решение в сентябре о легализации майнинга, что 600 миллионов рублей мы получим, 50 миллионов. В итоге мы получили огромную дыру в энергетической системе. Дайте мне развеять ваши опасения, еще несколько тезисов. Значит, по поводу строительных компаний мы определились. Да? Это будет невыгодно инвесторам, они в любом случае будут приобщать наш строительный бизнес. А наш строительный бизнес от такого предложения, так скажем, будет развиваться. Первое. Теперь по поводу заявления Аслана Георгиевича, вы прокомментировали, что он хочет привести 540. Я поясню, что он имел в виду. Он имел в виду следующее, что в довоенное время в Абхазии проживали 540 тысяч. В каком контексте он это говорил? Он это говорил в контексте, что потенциал развития туристической отрасли в сравнении с тем же Сочи, да, данные которого вы озвучивали, просто для, так скажем, статистической информации. Численность населения Абхазии 245 тысяч, в Сочи 700 тысяч. Это постоянно проживающие. Война почему началась, вы в курсе? Я сейчас дойду до этого. Сколько процентов было абхазов в Абхазии до войны? Еще несколько... Вы к этому хотите вернуться? Нет, я не к этому хочу. Я пытаюсь объяснить, что имел в виду президент. Значит, плотность населения человека на квадратный метр. В Абхазии 28, в Сочи 200. К чему я это все говорю? Территория Республики Абхазия в 2,5 раза больше. Это к тому, что потенциал развития, как вы говорите, нашей потенциал родины, развития, это горная местность. Сочи такая же местность. Слушай, в Сочи честно говоря, меня мало интересует. Я это как пример для сравнения. Меня совершенно интересует верно. моя родина. Теперь по поводу 540 тысяч.
Речь идет о том, что потенциал развития туристической отрасли в нашей стране, Кто он с есть. этим спорит, Жансух Теперь, Иванович? следующий момент, вот то, что вы сказали, честно говоря, если такое имело бы место быть, я бы был первым, кто был против этого. Я знаю, вы Вы против сказали, были, когда что мы работали 300 вместе. тысяч... Нет, я был против продажи жилой недвижимости. Это абсолютно разные вещи. Вы сказали, что собственников у нас будет 300 тысяч. Ну, это Это невозможно. по версии Аслана Георгиевича. По версии Аслана Георгиевича, я же информирую вас, предлагается рассмотреть следующую программу. 30 тысяч апартаментов. 30 тысяч апартаментов – это максимум 30 тысяч собственников. Я могу усомниться в этом? Конечно. Имею право, Да. учитывая те решения до этого, которые Стоп, были стоп, стоп. анонсированы Мы и же привели говорим- к энергетическому коллапсу. Мы же То же говорим самое о законе правительство. не зря. Мы говорим о законе, где это все можно прописать. Президент предлагает рассмотреть такую программу. И абсолютно понимая, что если мы допустим бесконтрольную застройку, будем называть это апартаментами, и 300, и 500 будет. Этого категорически никто Кстати, допускать не Жансух собирается. Эдуардович, я хочу... Не потому ли это происходит, что нет четкого закона, который будет зонировать, где можно Это, строить? кстати, тоже вопрос. Интересная Но идея, правильно? почему этого нет Так мы собственно, в предполагаем, законе? мы предлагаем рассмотреть такой вопрос, Предлагаете где дать будет право квотирование иностранным и гражданам лимитирование. массово Это вступать будет. Есть Адгур возможность Амирович, спросить. Нателла, если вы позволите, я пооткровенничаю. Когда мы были с вами коллегами, вы мне нравились больше, чем когда вы политик. Объясню почему. Потому что мы очень часто и бурно обсуждали различные вопросы, но всегда Адгур Амирович подходил с точки зрения прагматизма. К чему я это говорю? Значит, по поводу тезиса, местные предприниматели останутся без ничего. Адгур Амирович, ну кому, как не вам, известно, что приток капитала в таком объеме, строительство, это отрасль, которая является ключевой для всех остальных отраслей, повлечет за собой создание рабочих мест, увеличение доходов государства. Мы же сказали, Кто 13 люди, кто тысяч, будет строить? 75% Вот вы будут привели наши, пример. Вот здесь на 75% берегу будут в Сухуми наши. строят объекты. Так. Давайте мы завтра с утра встретимся и пойдем посмотрим, кто там Так. строители. Давайте. Если вы там найдите там гражданина Республики Абхазия. Давайте, Да не будут давайте. наши граждане там Будут. привлечены. Будут. Потому что те, кто заказывает, им нужно быстро построить, быстро продать и исчезнуть. Их Адгур дальше не Амирович, волнует, что минимум 75% это будут граждане Республики Абхазия. Это первое. Второе. Ваш тезис о том, что цена на жилую жилое недвижимость резко подскочит. Я вам скажу другое. Вы знаете, основными, так скажем, основными участниками, формирующими спрос сегодня на жилье в Абхазии, являются в том числе и граждане Российской Федерации. Мы же с вами прекрасно все знаем, многие наши знакомые, товарищи, граждане Российской Федерации тем или иным способом пытаются, а многие и приобретают жилую недвижимость. Это факт, ты который можешь у нас... побороть Стоп. возглавить. Нет. Я сейчас Нет. к тому, что связи нет между, значит, апартаментами вы и... отслеживаете цены на жилье. Мы отслеживаем, это естественный видите процесс, резкий который скачок. не имеет отношения к А апартаментам. к чему он имеет А отношение? Что спрос строительство увеличился апартаментов приведет к снижению спроса вот этой целевой аудитории на жилую Вы недвижимость. знаете, что И в вы это Сочи прекрасно сегодня понимаете. самая дорогая цена Адгур на Амирович. недвижимость? Вы это в курсе вообще? Да, в курсе. Она сравнилась с ценами в Москве. Каким образом это приведет к снижению стоимости жилья? Не могу Еще понять. раз объясняю. Вот яркий пример Сочи. Люди, которые сегодня пытаются серыми схемами, пользуясь, купить жилье в Абхазии, Это проблема? большая проблема. Надо ее решать. Надо ее решать. Значит, Но мы на запрещать протяжении эти серые десятилетий схемы пока... закрывать. Миранович, Это давайте серые договорим, схемы. потом еще Суть в вернемся, другом хорошо? заключается. Суть заключается в другом, что гражданину Российской Федерации, обеспеченному, нет никакой необходимости ни жилье приобретать. Даже я вам больше скажу, многие случаи зафиксированы, когда граждане Российской Федерации всячески пытаются приобрести гражданство, паспорт Республики Абхазия, только чтобы приобрести жилье. У этих людей, которые составляют определенную часть спроса, такой необходимости не будет. Они могут спокойно прийти, не получая ни гражданства, ни без каких-либо проблем с законом, приобрести. Вы Не, сами а что сказали, говорить? что Это обход факт. запрета на Это не приобретение обход. жилья. Это Всё. возможность создания дополнительных койко-мест, где люди Каких будут койко-мест? проживать больше, Мы с вами, больше. Жансух,
30 тысяч апартаментов, Так. это минимум 60-70 тысяч человек. 60 тысяч, Да. правильно? Такой Минимум. расчет идет. Ну. Совершенно верно. Это Это 60 население нашей тысяч столицы. людей, которые будут приезжать в Абхазию. Вы же прекрасно знаете мировой опыт. Оставьте Россию, посмотрите на другие страны. Какие, например? Практика мировая следующая. В апартаментах из 100%, да, проживают постоянно, там, где позволяет закон, порядка 10%. 20% приезжают, значит, несколько раз в год и проживают. Остальные, оставшиеся 70%, используют или с целью отдыха непродолжительного, или с целью сдачи в аренду. Есть страны, где выходишь с 5-звездочного отеля, а через 2 квартала люди режут друг друга и стреляют друг друга. Такое тоже есть. Адгур Амиранович, Нет, мы к давайте мы закончим дискуссию. Я услышала ваше мнение. Сейчас заключительное слово даю Джансуху. И Да, мы если вы позволите, я попытаюсь Джансуху коротко. Эдуардовичу, простите. Я попытаюсь коротко. Вы знаете, конечно, политическая деятельность – это очень хорошо, но когда мы с вами говорим о судьбе государства и судьбе народа, нужно, вот, на мой взгляд, в первую очередь во главу угла ставить именно интересы государства и народа. То, о чем мы с вами говорим сегодня, Сима, если я вот сейчас слушал Адгура Амирановича и представил себя зрителем, мне бы было вот не совсем комфортно смотреть эту передачу с точки зрения простого гражданина. Простой гражданин сегодня думает о том, где ему заработать средства на то, чтобы одеть, обуть своих детей, отправить в школу, прокормить и ряд вот таких вот элементарных бытовых потребностей, которые многие в нашей стране не могут сегодня удовлетворить. К моему уважению, мы с Адгуром Амирановичем не из той категории людей, которые думают о таких банальных вещах. Нам повезло чуть больше в этой жизни. Благодаря нашим родителям нам повезло. Но есть люди, молодежь, которая растет, которая думает о том, как сегодня заработать. Я уже не говорю, мы говорим о демографическом вопросе. А разве не является основной проблемой развития демографии отсутствие финансовых, материальных возможностей молодой семьи для создания? Разве... За 3 года президент провел стоп. по вопросу демографии, образования, здоровья нации? Проводятся совещания, проводятся. Я свою мысль доведу до конца. То, что предлагается сегодня, то, что мы обсуждаем, это возможность создания рабочих мест. У людей появится источник дохода. То, что говорит Адгур Амиранович, что наши мелкие предприниматели все умрут, это не так. Эта сфера приводит к развитию сельского хозяйства. Наши деревни начнут производить производство. Туристов больше хлынуло в Стоп. Импорт увеличился до 33 миллиардов рублей. Вот Тут что произошло. вопрос в другом. Вопрос вот этого, значит, вот этой программы и заключается в том, что он позволит развивать строительную отрасль, сельское хозяйство, сферу услуг и так далее. То, что вы цитируете, кстати, очень чаще меня, президента цитируете, и говорите о том, что таксисты в Сочи заработали 94 миллиарда. 15 миллиардов. Прошу прощения, 14 миллиардов. Речь не о том, что именно таксисты заработали. Это лишь показатель того, насколько каждая отрасль будет развиваться. А развиваться она будет от того, что мы от предлагаемого, значит, проекта получим плюс 1 миллион туристов, ни одного местного таксиста. Все плюс 1 миллион туристов к тем, значит, туристам, которые мы имели в 2022 году. А нам с вами прекрасно известно, что констатируемая сумма 1 200 000, да, туристов, это всего лишь, значит, 300-400 тысяч людей, которые проживали здесь 5-7 дней. Все остальные это однодневки, так называемые. Интенсивный экономический рост от экстенсивного, Джансух Эдуардович? Мы сейчас не о эконом-теории говорим. Я хочу сказать о следующем. Джансух Эдуардович, да. И политическим деятелям, и, так скажем, чиновникам, которые трудятся, нужно думать в первую очередь о народе. Мы должны думать об экономическом развитии. Совершенно верно вы говорите, промышленность надо развивать. Именно это будет
авангардом, это повлечет за собой и производство строительных материалов, и производство услуг. И не все, Адгур Амиранович, будут значит, чернорабочими и горничными. Абсолютно нет. Образуется достаточно большой пласт среднего, значит, средних менеджеров. Эти люди будут обучаться специально, конкретно понимая, что у них есть возможность здесь поработать. Завершая свое выступление, хочу сказать следующее. Наша задача и оппозиции, и власти, и нейтральным деятелям садиться и обсуждать, не говорить о том, кто как высказался и что имел в виду, а думать о будущем нашего народа. Мы сегодня находимся на достаточно слабом уровне экономического развития. Это факт. Это факт, что социальная политика нашего государства очень слабая. У нашего государства нет возможностей. И мы и денно, и ночно должны думать только о том, как сделать наше государство богаче, что в свою очередь сделает и граждан наших более счастливыми, и государство наше сильным, и на внутреннем, и на внешнем, как говорится, Надеюсь, уровне. наши опасения будут услышаны. И Ваши эти опасения опасения будут Артур Амиранович, внесены в ваши проект опасения закона об были апартаментах. развеяны. Иначе это будет одним еще дополнительным элементом дестабилизации политической обстановки. Адгур Амирович, Да. я предлагаю следующий механизм. Если есть конкретные предложения, в письменном Все, виде. что вы устно высказали, мы вам Нет, оформим, мы объяснили, как что в этом поправки, нет это не никаких проблема. угроз, ни рисков. Поэтому если Ограничение есть... по количеству собственников, все, проблема Да, снимается. дайте мне уже Ограничили, 30 завершить тысяч. эфир. Нет, Я нет, тоже прописано. хочу